Зеленый генофонд республики. Над его сохранением трудятся сотрудники лесничеств. Сейчас они работают над закладкой семян, из которых взойдут первые саженцы для пополнения и восстановления лесных массивов. Предпочтение отдается лиственным породам деревьев. Это береза, ясень, дуб и белая акация. На этой красивой и на первый взгляд пустынной территории Нестеровского участкового лесничества только что кипела работа. Здесь сегодня сеяли семена, которые должны стать основой озеленения нашей республики. На территории площади около гектара сначала велась долгая подготовительная работа. Землю очистили от пней, порубочных остатков и кустарников. Затем вспахали, провели баранование, а также культивацию и лущение почвы. Здесь будут расти те виды деревьев, которые наиболее представлены в наших лесных массивах, с тем, чтобы максимально гарантировать приживаемость сеянцев. Ясень у нас одно из лесообразующих пород на территории нашей республики. Основная порода у нас бук, но в подлеске у нас в основном растет ясень и дуб. Поэтому мы создали, вот как раз заложили питомники, два у нас питомника. Были предусмотрены по этому породы дуб красный, ясень обыкновенный, который мы сейчас здесь его посеяли, и акация белая. Данная территория выделена под лесопитомник лишь временно. В дальнейшем планируется как расширение площади посева, так и увеличение количества сеянцев. Нами сейчас посажено на площади 2 гектаров временный питомник. В следующем году мы планируем увеличить питомник до 7 гектаров. Сегодня мы посадили порядка 500 килограммов семян делового леса, потому что у нас в регионе преобладает это бук, дуб и ясень. Эти три породы мы посадили, и при 50% выходе планируем, что у нас будет через 2 года 75 тысяч сеянцев. Большая часть семенного материала является собственным сбором сотрудников лесничеств. Семена посеяны, и теперь остается лишь ждать. Совсем скоро молодые саженцы будут готовы к пересадке и к выполнению своей главной задачи – восстановлению лесного массива республики. Энвер Катиев, Джамалиэл Дударов, Наиб Цичоев. Вести Ингушетия.